У меня очень вовремя отрубили интернет. Оу. Всем привет! Привет! Сегодня будем продолжать Sims 2. Мы играем за Бренди Брок. Я уже не помню, что там было, но вроде мы вырастили своих там детишек. И сейчас будем искать мужа, короче, ей. Sims, да. Все, везде началась трансляция. Все, хуен. Ой, господи, ладно. Музыку вырубаю, наверное. А если по войс балакать? Ты хочешь по войс? Да без проблем, просто когда интернет. Да без проблем, просто главное, как тебе удобно. Сейчас я Sims запущу. Это же больше контента, больше страстей. Да. У меня же там есть как раз игровой зал, можно будет туда зайти. Главное, без всяких запрещенных слов и так далее. ДС запускаться не хочет. Так, ладно, сейчас у меня прогрузится, я врублю экран. А, у меня бабушка дома. Ну и ладно, и что такого? А что это? Мы же ничего запрещенного не будем говорить, материться не будем, в принципе. Сильно так. Это же детская игра. Интересно, какой тут ограничительный возраст? Так, что он захватываться не хочет, да? Так, где у нас там был? Новосельск, да? Господи, я уже не помню. О, захватилась, да? Все, найс. Надо проварку сделать на ютубе. Сейчас сделаю. Проварка. Все работает. Заебись. Ну, можно через сайт попробовать. Какой сайт? Так, надо потише сделать, что орёт. Бля, и так тихо. Ничего себе, тут снег. Бля, походу Дискорд лег, а не интернет. А нет, нет, почему Дискорд работает? Я вот сейчас разговаривала, нормально было. Так, где? А, вот, Брок. А, у нас третий ребенок еще родился. Господи, боже мой. Есть сайт дискордовский, через него тоже можно сидеть. Мы можем еще через Steam сидеть в голосовом. Но там, наверное, звук хреновый, да? Да, все, это интернет. Задолженность минус 650 рублей. Жесть. О, господи. Что тут происходит вообще? Пингвин откуда-то? Что за жесть? А где Эллен? А, Эллен заболела же вроде, да? Что это? Ёб твою мать, он еще и в прыщах. А это кто? Мы же еще даже не начали. Чё за... Не, у нас с ним одна молния. Надо будет, короче, искать, чтобы было 3 молнии. О, Эллен здесь. Привет. Я думала, ты заболел. Нам надо, короче, 3 молнии искать, чтобы вкусы совпадали прям полностью. Вспомнишь солнце, вот и луч. Смотри, сколько она детей хочет. 10 детей, блядь. А давайте ей это устроим. Посмотрите, сколько у нас денег. Она, блин, детей хочет. 10, блядь, детей.
Чё за шарики тут какие-то? Я вялая, но не сломленная. Да. Just do it. Just do it. А, у нас вечеринка. Кого? А кто у нас на вечеринке? Вот это, вот это? Чего, блядь? Погоди-ка. Что-то громко так все равно. Я не знаю, что делать со звуком. 10 детей хреново. Лучшая реклама против Child Free сработала. Я с одним братом-то не на стенку лез. Надо, короче, этот развлечь. Я не знаю, это ее пригласили на день рождения? Или его, может? Надо его тоже, наверное, развлекать, с ним поболтать. Что так громко? А, это голоса такие громкие. Слишком громкие голоса. Александр Власенко. Привет. Призрака нет, еще не прошла. Он еще этот в деле. Блин, что так громко? Призрака еще пока не прошла, но на этой неделе я не знаю, буду ли я проходить или нет. В планах, короче, с Севой поиграть в ох уж эти детки. Потом Ремнант надо будет допроходить. Потом Алан Вейк там тоже по порядочку. Может быть, на следующей неделе, наверное, скорее всего, будем играть в этот, в Призрака. Вот. Обидно, что прям перед стримом интернет лег, суки. А вот надо следить. Ого, второй Sims. Я установил себе 4, но особо в него не играю. Ой, что такое? Чё? Чё случилось? What? Чё, блядь? Чё это было? Почему полицейский приехал? Не в тему. Сейчас, кстати, вечеринка закончится у нас. Неплохо. Ну, нормально, неплохо. Неплохо — это уже хорошо. Все, валите отсюда, давайте, давайте. А удалять его жалко, учитывая, какими манипуляциями я его скачал. А я этот, кстати, в Sims 4 играю только с модами. А там моды, знаете, такие, этот, лучше это не смотреть. Как их там зовут? Вот, и я думала, типа, стримить Sims 4, но, блин, то, что там моды вот эти всякие, я потом что-то подумала, не, наверное, лучше не стоит. Слишком как-то это. А здесь, в принципе, никаких модов нет, поэтому спокойно можно это, без особых этих всяких, не бояться. У меня просто там до хрена модов в Sims 4. Было, кстати, до хрена модов. Насколько? На 50 гигабайт, короче, у меня там было модов. Сейчас у меня где-то на 9, что ли. Знаем, что там за моды есть. Да-да-да. Эх. Ну, здесь тоже можно, кстати, такое установить. Но я не буду это делать. Смотрите. Мне показалось, или снеговик повернулся? Пошли в дурака. Да, прям сейчас пойду. Буду одновременно так и так. И смотреть чат и играть с тобой, ага.
Мне же надо как-то за чатом следить. О, как это мило. Это, кстати, автоматическое действие. Я в оригинальную играл, а все остальное за покупку. В оригинальную ты имеешь в виду 4-ю часть? Ой, сразу моет, какой молодец. Я вообще ничего делать тогда не буду. Они все прям сами это хозяйничают. Давай партейку. Ага. Ну, после стрима можно. Сейчас нет. А, она спать пошла. Ну ладно. Так, ну ты тоже иди спи. А чё он не спит-то? Странно так. А, надо этот... От прыщей, наверное, намажемся. Да там же тоже можно какие-то моды купить различные. Это в какой? Во второй части ты имеешь в виду? Купить моды? Я думала, моды бесплатные. Если ты имеешь в виду дополнение, то дополнения, да. Дополнения продаются. Нет, я про свою 4-ю. А, если ты имеешь в виду моды, ой, дополнение, то там, да, дополнение там до хрена стоит. Ну нет, я не буду кормить электроников. Идите в жопу. Качественно не выполняет свою работу. Все у них там лагает, подлагивает. Ну нахер. Нетушки. Я буду заниматься этим. Яр. Но у меня, кстати, есть официальная часть этой 4-й части. И у меня есть там 2 только дополнения. Это питомцы и времена года, что ли. Все. Остальное я не покупала, идите в жопу. Интересно, он успеет съесть торт, пока он не испортился? Или может он... хотя нет, вроде нет ничего, да? Никто ничего не готовил, походу. Никто ничего не оставил. От Electronic Arts мне понравилось только NBA 2003. А мне от них понравился только Dead Space 2008 или 2007, какого он там года. Самая первая часть, короче. Так, ну мальчики у нас, в принципе, уже взрослые. Они могут сами себя уже обслужить. Так что мы сейчас поедем искать ей мужа. И вы в этом мне поможете. Прибраться. Что, испортилось, что ли? Блин, он не успел съесть. Ну ладно. А это что задание домашнее? А, это этого среднего сына. Там же у корейцев вышла Sims своя. Слышала? Да. Этот Инзой называется. Но она у меня не пойдет, потому что у меня компьютер недостаточно мощный для такой игры. Ну-ка, убери-ка и приготовь что-нибудь. Хлопья приготовь. Вот. Еще общения ему не хватает. Ну, не знаю, этот снегопад, снегом немало так много, что сегодня школа закрыта. Поскорее сделайте домашнее задание и гулять. А где снегопад? А я смотрю на дорогу, тут ничего же нету. А вот тут вон жестко снегопад. Ничего себе, прикольно. Все, не идете вы в школу. Молодцы. Поздравляю вас. А у меня памяти мало на компе. Вот Инзой, мне кажется, это как этот, типа, обрадоваться. Это как вот Sims 4 с модами реалистичными. Я, кстати, моды на Sims 4 только реалистичные качаю. Там волосы, глаза, одежда, вот это всякое. Потому что мне сама графика вот Sims 4 вообще не нравится. Все такое пластилиновое, какое-то мультяшное, блин.
вымыть. На самом деле я в Sims вообще очень скучно играю. У меня все идеально. Типа там сделали домашнее задание, там приготовили, покушали, там это пообщались, легли спать. Все. И так и так каждый день. Стараюсь, короче, за всеми успеть, чтобы это у всех все потребности были на высоте, чтобы никто не сдох. Зато я там создал свою безответную любовь со школы в Sims. Я когда мелкая была, я создавала одноклассниц, точнее, одноклассницу, свою подружку, короче, создала, и одноклассницу, которую мы ненавидели с ней. И вот мы там ей, короче, домик такой страшный сделали, все такое страшное, грязное, там вонючее. Она там чуть ли не в мусоре жила у нас. И вот мы так над ней издевались в Sims 2. Так, ну чё? Пойдемте искать мужа. А чё так все портится быстро? Жесть. Так, он вроде Я путаю вот этих, потому что у них это пижамы одинаковые. Они еще два блондина. Я думала, вот этот сейчас пойдет чистить унитаз. Так, ну ладно, поедем мы тут. Как тут было поехать? Путешествие нет. Транспорт. Вот вызвать такси. Блин, я уже миллион лет не играла в Sims. Жесть. Нет, мы одни поедем. Че, он потолстел? Нет, у него нормально. Нифига себе, у него подтянутая фигура. В Резидент играла? Да, конечно. А ты где-то работаешь? Конечно, да. Так, а где мы будем мужа искать? Где вообще равнопуст? Куда он делся? Мы же вместе хотели искать мужа ей. Давайте в бар «Дружба» поедем. В Резидент я играла во все части практически, кроме 5. О, там какой-то мужик идет. Ну ладно, мы уже уезжаем, поэтому знакомиться не будем. Тут ты. Я уже думала, тебя нет, просто ты молчишь. Ну ладно. Упустили этого, ладно. Едем. Эти оригинальные Резиденты я не играла, которые типа первая там часть, вторая часть. Эти я не играла, я играла только в ремейке. Но я играла в который в 15-го года, первую часть там. Нет, это ремейк же, блин. Я думала, ты скажешь You are... Я без видео смотрю, к сожалению. Мобильный не тянет. Печально, конечно. Смотрите, она хочет влюбиться. Она хочет влюбиться. Давайте влюбимся. У меня только звук и чат. Я как раз ремейк второй части прохожу. Это моя любимая часть. Так. Я ее 500 миллионов раз проходила. Смотрите, она не хочет заводить, она хочет 10 детей, и одновременно она не хочет заводить ребенка. Это что такое? Блядь.
Аркадий Демешко. Правда, Лего Star Wars меня не отпускает. Понятненько. Тут можно, кстати, телефон купить вон. Скачал в Лего игру и залип. Интересно. Что там за это ты? Что за Лего? Так. А какого мы будем ей мужа искать? Это обычная ситуация. Аваз. Аваз Акименко. Азаз. Так, это кто? Что-то они такие все грустные. Казимир Бенсон. Так, нет, это Мортимер Гот, это нет, это нет. А чё на лампы смотрит? Еще блюет от ламп. Ну не нравится, не смотри, не ты же здесь живешь. Короче, давайте со всеми знакомиться и смотреть, как вкусы как совпадают, не совпадают. Но вот тут сразу понятно, что как будто не совпадают. Было бы забавно сделать Лего Resident Evil. Наверное. Не знаю даже. Так, что у нее ни с кем как будто не совпадают вкусы. Вон еще какой-то идет прозрачный. Ладно, давайте смотреть, короче, всех подряд. Он умеет петь, вау! У него юбка. Так, давай посмотрим. Присвистнуть. Выяснить отношения. Ну ладно. Тогда нет. Чё? Василий Вялых. О. Ну-ка. Так. 2 молнии. Угу. Так, не надо там ничего мечтать. Так, ладно, дальше. Короче, нам надо найти, чтобы было 3 молнии. 3 молнии Маккуин. А какой у нее вообще вкус? Ей нравится запах пота. Творец. Ей не нравится нижнее белье, ладно. Окей. Вонючки нравятся. Я, кстати, где-то видела таких вонючих. Были какие-то заходили когда-то бомжи какие-то. Вот, ей нужен бомж. Значит, цвет волос ей не важен. Окей. Да ты куда уходишь-то все время, женщина? Так, 2 звезды. Ой, молнии. 2 звезды. 2. Что-то там. Так. Ой, смотрите, он прям на нас смотрит. Бля, преследует. Не преследуй. Так, окей. Дальше. Так, этого мы познакомились. Так, этот старый, походу. Вот еще. Вот еще надо тоже. Кто-то пернул. Кто пернул? Ладно. Бабаду. Бабабуи. Ой, ей тут не нравится вообще. А может быть, давайте лучше мутить с тем, с
кем вкусы различны. Типа такой челлендж себе сделаем. Ну-ка, давай-ка. Так. Построим с ним семью. Чё, а противоположности сближаются же, говорят. Давай поболтаем. Дач Муфаза. О, Господи, что там происходит? Прыгает жестко. Азаз прыгает. Я еще этот постоянно видео еще попадаются в Ютубе. Всякие эти типа челленджи 100 детей, там еще что-то. Я не знаю, я, наверное, такое навряд ли осилю. Всякие 100 детей. Кстати, в 2025 выйдет сиквел. А, я что-то слышала, да. Но я не читала там. Там говорили, что в главной роли будет женщина вроде, да? Это правда? Ой, ой, у кого там? Кто-то там с кем-то замутил? Когда успели? Да? О, прикольно. ГГ девушка. Прикольно. Щекотать. У них вкусы не совпадают, но они так хорошо разговаривают друг с другом. У них прям так хорошо это налаживаются отношения. Интересно, можно его пощекотать? Он же ничего не скажет. А, нет. Фу. А то обычно этот не любят, типа такое. Ну вот, все получается. Сусима это а-ля Assassin's Creed такой. Тусима. Или Ведьмак. О, подраться подушками можно. Но если что, мы на нем одном не будем останавливаться. Может быть, кого-нибудь еще найдем. Мы пока будем просто дружить. Че вы тут? Че мы тут? Ой, походу ведьма прилетела. Что-то залагало, да, точно. Я чаек сделала с пирогом. Блять, плохая ведьма пришла. Сейчас тараканы появятся, молния ударит, блять. Кошку вызови свою черную. Это, короче, я. Спасибо. Дождь. Угу. Угу, класс. Так, а что, они подрались подушками? О, они уже друзья. Теперь можно обнимать по-дружески. Нельзя! Нет! Черт! Подраться, поделись подушками с ним, поделись быстро. Ты еще до 3-го акта не дошла? Да нет, вроде там вообще... О, кошка появилась.
Малыш! Смотрите, тараканы вон. Я надеюсь, она тараканов этих не заметит. А то она расстроится из этих тараканов. Ну, это Бренди, не кошка, а Бренди. У меня там еще столько много проходить. Мы даже еще это... Потому что я эти вопросики, короче, не упускаю. Побочные всякие задания. Мимо них никак пройти спокойно не могу. Поэтому там даже не знаю, это, на каком мы даже, наверное, до второго не дошли, не знаю. Нормально она чей-то торт жрет. Вообще охренела, блин. Какая что за прическа, а? Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Это так модно было тогда, в то время. Ой, кто-то беременный пришел. Мэри Сью Новосельских. Чего она беременна? Кто хочет себе такую прическу? Брюнетка с голубыми глазами. А это кто? Что за мужик стоит? Ким Гриппа. Дура, что ли? Иди в туалет сходи. Что-то все как-то одеты, а она это ходит в майке, блин. Зима на улице, она что-то как-то это раздетая какая-то. Все так тепло одеты. Ну, по первости, да, нужно открывать горячие источники, чтобы увеличить здоровье. В дальнейшем не упускать тренировочные площадки, чтобы увеличить себе решимость в дальнейшем. Ну да, мне там надо все это развивать, чтобы это... Вот еще какой-то мужик. Че на... А, сделала комплимент кому-то. Михаил Смит какой-то пришел. Какой-то старпер. Так, и что делаем? Вот еще кто-то, кстати. Или это подросток? Или это взрослый? Блин, ну ладно. Сейчас посмотрим. В четвертой части, кстати, еще подростки этот вообще никак не отличаются от взрослых. Лисьи норы может поначалу тоже открыть, чтобы себе увеличить ячейки, а потом забей. Ну да, я там открывала много это. Блин, не надо тараканов, пожалуйста. Так, ну-ка посмотрим. Сколько? Одна молния, окей. А если кто-то будет вонять? Так, поприветствуем-ка. Ей почти все нравятся. Ладно. А где ее этот потенциальный муж? А, вот он, да? Казимир его зовут. Бенсон. Поняли, да? Мы можем еще куда-нибудь съездить и там посмотреть. В принципе, время не ограничено. Ой, бля, кто пришел? Ёбани в рот. Я бы еще, знаете, во что поиграла в первую часть Sims? Но я боюсь, она у меня не пойдет, наверное, потому что игра очень старая.
Это, наверное, надо как-то там шаманить. Госпожа пьяная помятая. Она, кстати, не как NPC, а как объект воспринимается в игре. Потому что с ней никак взаимодействовать нельзя. Типа вот развлечь, обнять, вот это все, это никак на нее не влияет. Она не дается. Ух ты, какие штанишки у повара. Шашечка. Привет, Бренди. У меня есть друг Мариса Бендет. У вас так много общего. Мариса захочет с тобой пообщаться. Можно дать твой номер? Ну, ладно. Что за Мариса? Ghost of Yotei, вторая часть Сусимы. Действие наворачивается спустя 400 лет. Охренеть. Это типа в современном, что ли, будет мире? Что происходит? Опять ведьма прилетела? Да елки-палки. Вот все время, когда так подлагивает, значит, ведьма прилетает. Из-за этого интернета настроение пропало. Ну да, как-то печально, конечно. Я думала, мы вместе будем играть. А так получается, что я играю одна. Просто с вами разговариваю. Ой. С мобильного смотреть почти невозможно. Ой, все. Домой, домой, домой. Все, домой, домой. Я тогда пойду варианты решать. Окей, давай тогда. Я, наверное, недолго буду стримить. Минут, наверное, еще 30, наверное, подстримлю и все. Нет, в первой части события разворачивались в 1200 году, а во второй части уже в 1603. Хорошего стрима и счастья. Давай. Тебе тоже самое. Ой, она завоняла. Я уже спать хочу. Так, сейчас такси, короче, приедет. Надо будет помыться и все такое. Тараканов бы с собой еще взяла бы этих. Все, едь домой, давай быстрее. Эх. А я думала, сегодня стримить или нет. Потом такая подумала, я, наверное, постримлю все равно. Потом что-то вот все равно нет. Диспац. Да сейчас скоро пойду спаться, подожди. Чуть-чуть же надо этот посидеть с вами. Чего, сразу заканчивать уже? Нашли где танцевать? Давайте, идите отсюда, дети, елки-палки. Так, что тут надо попросить помочь домашним заданием? А этот уже выполнил, да, свою? А это кто рисовал? А, это она рисовала? Лол. Истинную любовь вонью не испугаешь? Ага. Куда они пошли? Куда-то играть? Прикольно еще вот так подводишь, и это прозрачно так. Ладно, пусть делают, что хотят, я этот буду ей только заниматься.
Ой-ё. Так, ладно, она пойдет сейчас спать тогда. Этот пусть прибрется. О, опять пингвин пришел. Чего вообще в прошлой серии было? Пересмотреть, что ли? Свой стрим прошлый. А, он на этого, на снеговика это. Сфоткали. На аватарку надо поставить. Ой, а почему этот брюнет? А, блин, Бренди же брюнетка. Я почему-то думала, что они все блондины. Вот и вообще глаза в кучу. Так, он что, спать пошел? Зачем? А, просто лежит. Так, а кто умеет готовить? Вот этот вроде умеет. А хотя нет, не умеет. О, он скоро на работу поедет, поэтому не будем его беспокоить. Вот этот сейчас помоется и приготовит покушать. Как хорошо, когда дети взрослые. Дети взрослые. Ну, постарше, короче, вы поняли. Что, он сейчас играть будет? А что, все? Поиграл? А где он этот работает? О, распорядитель на скачках. А, ему творчество надо прокачать, кстати. А, она тоже работает. Нифига себе. Кстати, песня очень прикольная. Напоминает Need for Speed. Ему, кстати, 4 дня до зрелости уже. Его надо, наверное, в университет отправить. Сейчас не успеет покакать. Да, не успел. Ну, хоть смыл за собой. А то бывает не смывает. Опять снег пошел. Хотели сделать снеговика, но не доделали. Они, наверное, завтра опять, наверное, в школу не пойдут. Мне же еще надо видео снимать, кстати. Завтра, я не знаю, завтра может быть этот, кстати, как раз может завтра и Цусиму, может, поиграем? М? Давайте завтра Цусиму поиграем. Мне еще нравится в двойке, то когда тут это рыгают или пердят, и определенная реакция у всех по-разному. Кому-то смешно, кто-то такой типа ворчать начинает. Кажется, из сладкого периода отличная идея. Но если ты завтра сможешь, Александр, то заходи. Если что. Ты это, заходи, если что. Давай японского ассасина, да. Да, вот завтра я работаю до 4. Я хочу потом в бассейн сходить. И потом уже после бассейна тогда это там, ну также, наверное, подрублю, но только в 3 уже, наверное, по Москве. Чуть пораньше начнем.
Это сейчас я просто, чтобы на чили, на расслабоне поиграть так. А потом, наверное, в пятницу, может быть, Ремнант будем играть с Рихальфом. А в субботу, наверное, может быть, с Севой, может, поиграем. Так, иди на работу, женщина. Давай быстрее. Так, а этот вроде не работает, да? Все хорошо. С ребенком останется как раз нормально. Он мечтает получить 5 с плюсом. А мечтает получить повышение, а это мечтает завести 10 детей. Вау! Ой, бля, ему плохо. Это где? А, это тут играет. Я думаю, что за музыка пошла какая-то. Блин, я тоже хочу бутерброд. Бурброд хочу. Кто бы мне скинул на колбасу? Байт на донат. А чё ты сейчас-то спишь? Еще день. Давай вставай, ванну помоешь перед тем, как мыться. И мне скиньте. Попрошайничеством занимаемся. Он вроде здесь единственный, самый такой аккуратный. Ну да, у него немножко побольше чистюля, чем неряха. Он экстраверт, созерцатель. Всех дел, как известно, не переделаешь. Так зачем издеваться над собой, вставая в 6 утра куда-то спешить, суетиться? Лично я предпочитаю как следует выспаться, а потом спокойно посидеть, почитать, посмотреть, поразмыслить. А деятель? Говорят, я не могу усидеть на месте, целыми днями бегаю, как папа Карло. Ага. Но разве можно иначе, когда вокруг столько дел? Даже в редкие минуты отдыха я предпочитаю смотреть спортивные передачи, а не расслабляться в с книжкой в руке. Это кто пришел? А, этот парнишка. И этот тоже спать пошел. А этот что? А, этот заправляет кровать. Этот кто этот? Весы, лапочка. Плохих людей не бывает. Я стараюсь относиться ко всем тепло, а если кто-то из моих знакомых попадет в беду, сделаю все возможное, чтобы помочь. Некоторые этим злоупотребляют, но ведь их тоже можно понять и простить. Лапочка. А этот кто? А этот Козерог. Да? А, это Овен. Почему Козерог? Нерях. Ну, подумаешь, пара валяющихся коробок из-под пиццы. Ну, мухи жужжат. Зачем убираться самому, если этим может заняться кто-то другой? Так, а она кто? Она тоже Овен. Этот Овен, это Овен. Близнецы, весы. Мне еще нравится то, что вот в этой части были знаки зодиака. А потом уже с третьей части там прошло черты характера, вот эта вся хрень, короче. И все. И вот эти знаки зодиака прошли. Оно и в первой части было, вот это знаки зодиака. Я не знаю, почему они это все убрали. Это же прикольно. Когда, например, они болтают там между собой, и у них такие, типа, совпадают там эти знаки зодиака. Ну, имеется в виду по совместимости. И они такие: о, привет, там. Сразу же находят общий язык. Нашел место, где спать.
Ой, я опять их перепутала. Я не тебя хотела разбудить, ладно. Ай. Ну еще рано же спать. Ну какой спать? Ну мальчики, бля. Тебе вообще надо покушать. Да, у нас очень весело проходит. Так, сколько мы там уже? 50 минут сидим уже с вами. Окей. Ну да, я же в ровном 10 начала, 52 минуты. Они вот на этих танцах энергию так тратят. Жестко прям. Все. Выключить. Пойти ссать. И спать. О, повышение, ура! Через 13 дней она станет старой. Она же не успеет родить 10 детей. Да и на 10 детей не хватит столько денег. Ей надо какого-нибудь, может, богатого мужика найти. Вылизать. Сейчас как вылежим тарелку. Она неряха, да, жесткая. Ну да. А что, овны, они неряхи, что ли? Для энергичного и самоуверенного овна не составляет труда завести беседу с незнакомым человеком, но отношение к нему также легко портится из-за его импульсивности и вспыльчивости. Прикольно. А у близнецов что? Вечно молодые и подвижные близнецы хранят запас энергии на двоих. Они легко меняют настроение и темы для разговора. Прикольно. Романтические, чувственные и неимоверно общительные весы сразу становятся душой компании. Вращение в обществе зачастую не составляет им времени на более приземленные занятия. Ой, господи, что ему нравится? Искусство? Эх, я думала, мы сегодня будем все вместе искать мужа. Еще там равнопуз хотел чуть ли не через Дискорд еще прям. Ой, блин. Печально, конечно. Ну тогда прикольно было бы через Дискорд там всякие идеи придумывать. Найдет себе молодого, богатого. Ага. А если она состарится, то она не сможет больше рожать тогда. Да ей надо этот постоянно пить. Зелье этот, как оно называется там? Короче, тут есть такая хрень. Вот. Эликсир жизни. Да. Вот. Ой. Это что? Снова здорово. Я бы могла завести, в принципе, еще питомца. Потом этого питомца устроить на работу. Потому что с помощью, короче, питомца можно бабки жесткие делать. Там, когда, например, задание какое-то вылезает, ты там, если выберешь правильное, то там тебе чуть ли не 50 тысяч симоленов, короче, начислят. Я так и
когда я вот играла своей семьей, я так и разбогатела. Питомцы, короче, все затащили, можно сказать. И сначала мы типа в таком маленьком доме, короче, жили, а потом я переехала в такой огромный уже дом. О, привет, Валера. Да, нормально, в принципе. Немножко спать хочется уже. Сейчас еще немного посидим, и я пойду, наверное. Потому что я уже не могу. Я зеваю. Я думала, у нас сегодня будет прям такой жесткий совместный стрим. Ну, имеется в виду с подписчиками. С подписчиками. Будем искать, думала, сегодня мужа ей, но, увы, это там что-то в центр съездили, посмотрели. Ну, что-то мне как-то самой это скучно делать. Да и вам, наверное, тоже скучно. Все, хватит заниматься спортом. Принимай душ и спать. Хорошего стрима тебе, спасибо. Опять у него общение этот падает. Что-то быстро так вообще. Почему все время так быстро падает общение? Ну, тут, кстати, есть всякие названия у предметов. Я ни разу их не читала. Надо будет как-нибудь почитать это все. И равнопусат кис, и Лена сонная. Да я вообще думала сегодня, может быть, не стримить, перенести на потом. Все-таки вот надо было слушать свою интуицию. Потому что вот у равнопуза интернет упал. И все. Все. Шуфли. Опять этот снег. Снега. Давайте будем смотреть, что они вообще сами будут делать. Я не буду ими управлять. Что с ней? Вот кто там стоит. А, это газетчик. Читает. Читать хочет. Ой, а тут задание что-то. Айзек. А, блядь. Это было его задание, оказывается, домашнее. Ёлки-палки, а я не видела, я только сейчас увидела, когда вот им надо уже в школу. Кто виноват? Я. Я не буду тебе 10 детей заводить. Иди в жопу, надо отменить это задание. Ой, желание. Еще назвали так его Айзек. Это мы тогда в прошлый раз, да, его так назвали. Почему Айзек? Я сначала думала, ты написала Леон. Я уже все, ты там написала Лена. Пацан сам виноват. Ага. О, уже час прошло.
Собака какая-то пришла. Кстати, тут бывает, приходят волки. Крыша едет не спеша. Опять этот мужик. Что за мужик, кстати? Давайте-ка познакомимся. Если, короче, подружиться с волком, можно стать потом этим оборотнем, типа. Он тебя укусит, и ты превратишься в оборотня. О, еще кто-то пришел. Что там ужасы пошел смотреть. Да что она плачет? Что с ней? А с ним что? Пиздец, блядь. Одна молния. Опа! О, нихуя. Завести ребенка, заключить брак, продать шедевр. Да хватит ныть, блядь. Почему ты плачешь? Что с ней происходит? Я сейчас тоже буду плакать. Почему она плачет? Я не понимаю, что я делаю не так. Музыка такая страшная. И все, и как только мы подошли, все закончилось. Ой. А что у них не получилось поболтать? Можно, кстати, этот древо посмотреть. У нее же муж он был. Скип. Скипнули его. Муж. Воспитывать можно не только кнутом, но и пряником. Бо получил много хороших оценок. Его родственники счастливы по уши. За это Бо получает награду 100 симоленов. Ни хрена себе. Вот это халява пришла. Так, вот этому мальчику надо будет потом это домашнее задание сделать. Так, надо ему с домашним заданием помочь. Кто-то Бо приводит в гости школьного приятеля. Ага. Кстати, у него же девушка есть вон. Опять она плачет. Опа. Опа, кто это у нас тут пришел? А кто это у нас тут пришел? Ой, бля. Она ему не нравится. Ладно. Куда пошел-то? А кто ему нравится? Класс. Блюет аж. Так. Ему нравится запах одеколона, каштановые волосы. Черные волосы ему не нравятся. Что у нее в страхах? Продать бездарную картину. Узнать о болезни родственника. Узнать о двойке Айзек.
Бля, я надеюсь, сейчас он с двойкой не придет, а то она вообще с ума сойдет. Так, смотри пока этот телевизор. Надо ему досуг прокачать немножко. Чили кон карне. Я, кстати, хочу потом как-нибудь сделать этот чили кон карне. А, он скоро же повзрослеет, ему, наверное, надо в универ поступать. Бля, только не принеси двойку, пожалуйста. Так, ну вроде нет. Тут, кстати, металл в 72 прям вообще огонь. Давай, выполняй домашнее задание. Так много народу, блин. Никто пройти не может. Так, выполняй. Чего, не можешь дойти? Ну иди вот сюда. Он застрял. Ладно, сиди. Он даже сесть не может. Кто там мне друг семьи? О, почему? И что, прям с ним надо постоянно, что ли, отношения поддерживать? Она вон замуж хочет выйти. Все, выполнил? А, нет. Не смог выполнить. А, наверное, в туалет надо, да? Давай, делай домашнее задание, хватит болтать. Блядь. Блядь. Иногда меня вот такие ситуации очень сильно подбешивали. Когда они пройти не могли. Че, выполнил? О, жесть. Жесть. Так, ладно, лучше играй. Да чё вы все, блядь, издеваетесь, что ли? Так, вот лосось подай. Лосось, быстрей! Все. Блять. Да ёлки-палки. Ладно, там отходы есть какие-то. Надо было им, наверное, домашние вот эти задания перенести вот сюда, в комнату их.
через 2 дня будет отмечать день рождения. Кстати, смотрите, когда еда заканчивается, здесь остается ее маленькая копия. Прикольно, да? Я не знаю, почему это так сделали они. Чё к чему? Такой маленький мини-мини-мини-мини-мини бутерброд остался. Что-то у него не очень сильно растет досуг, знаете ли. Ему, наверное, это не очень нравится. Так, через 10 минут, наверное, уже буду заканчивать. Я думала, сегодня чуть подольше поиграем, но не могу, уже спать хочется. Устала что-то. Потом обязательно прям хорошо так поиграем. Хорошенько так. Но я это все равно оставлю, конечно же, в записях, потому что как-никак мы-то сегодня что-то хоть сделали. Надеюсь, понравится кому-то и захотят увидеть продолжение в моем исполнении. Хоть я играю скучно, конечно. Челленджи никакие не провожу, потому что мне лень это все делать. Сегодня все пошло чуть-чуть не по плану. Но это уже не удивительно. Смысл какой-то. Вот они все время, когда вот так танцуют, они потом очень сильно потеть начинают. Хватит танцевать. Так. Надо помочь ему с домашним заданием. Да, блядь. Да хватит танцевать такие танцы. Все, молодцы, все сделали домашнее задание. Все, спать. С ребенком будет спать. О, она с кем-то хочет завязать дружбу. Так, окей. Завяжем дружбу. Обязательно. Так, оладьи подадим. Блядь, точно. Нет еды же. Так, где-то тут был телефон. Короче, еще хочу сказать. Спасибо, что пилишь контент, стримишь и вообще активничаешь. Может, нас и 1,5 калеки, но мы тебя любим. О, Эллен, спасибо тебе большое за слова поддержки. Они мне сейчас очень нужны, потому что... Ой. Потому что хочется это все не зря делать, конечно же. О, Равнопус меня зовет в этот играть, в карты. Еще ставку, блин, повысил 250, нифига себе. Еще скобочки свои отправляет. Так, забирай. Забирай.
Забирай. Забирай. Готовь. Готовь. Сейчас, погоди, я это... Кто там хоть... А. Так, кушать. Кушать. Так, давай вот так вот, и потом кушать. Они сегодня, кстати, не идут в школу. Можно было даже домашнее задание не делать, наверное. Давай стрим по дураку. Он на тебя бабки пилит. Конечно. Так, убери остатки, вымой. Смотри. Так, ты тоже иди смотри. И поменяй канал на Мир детства. Вот, досуг пошел. Так, ты тоже присоединись. И все смотрите телевизор. Все, молодцы. Все дружненько смотрите телевизор. Так, на следующем стриме, чтобы равнопуз был готов, я проверю. Зайдем, короче, все в Discord. Все дружненько будем играть в Sims вместе со мной. Понятно? Без опозданий. Ты скоро будешь готов? Ну, уже не сегодня, потому что я уже не могу, я уже спать хочу. Я устала. Я же еще после работы, поэтому я не хотела стримить. Думала, типа, вы ждете, я же вам написала. Ой, бля, пиздец, засрали. Пиздец. Кто это будет убирать? Средний ребенок пусть убирает. Завтра у меня репетитор. Мы завтра не будем в это играть. Мы завтра будем играть в Призрака Цусиму. Так, помой руки. Молодец. Рикардо, тати. Нам надо, короче, вот эту семью максимум, короче, сделать их богатыми, переселить в другой дом. У нас, короче, будут грандиозные планы на эту семью. Вот. Я хочу, чтобы они стали счастливыми. Наверное, сыновей я не буду расселять, они будут работать и зарабатывать деньги. Мы заведем потом какого-нибудь питомца, и этот питомец тоже будет зарабатывать деньги. И мы потом переедем в большой, дорогой дом. Понятно, да, всем? Все, короче. Заканчиваю. Ой, хорошо поиграли. Хоть, конечно, и без... Так, музыку слышно? Слышно. Ой. Хоть и без вас, но нормально поиграли, хорошо. Все равно. Кто-то там, кто идет. Так, ну ладно, все, давайте. Всем удачи, всем спокойной ночи, заранее сладких снов. Увидимся, я надеюсь, вам понравится, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Все, пока-пока.